эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Самолет-амфибию направили для тушения лесных пожаров в Нюрбинском районе Якутии. Сотрудники МЧС провели рейд безопасности на пляже 202-го микрорайона Якутска. Ко дню рождения Александра Пушкина в республике пройдет всероссийская акция «Декламирую» и флешмоб «Читаем Пушкина». С Хабаровска и Приморья направят 170 лесных пожарных и самолет Б-200 в Якутию. В Нюрбинском и Сунтарском улусах продолжается борьба с огненной стихией. Лесопожарными формированиями проводится весь комплекс мер по тушению и локализации лесных пожаров. В Нюрбинском районе действуют 3 возгорания, в Сунтарском – 4, в Верхневилюйском – 2, в Вилюйском улусе – 1. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников вместе с рабочей группой сегодня работает в Нюрбинском районе. Он провел оперативное совещание по борьбе с лесными пожарами. Ведется постоянное усиление дополнительными силами и средствами, людьми и техникой. Во второй половине дня рабочая группа выехала в Нюрбачанский, Кюндядинский и Тюмюкский наследия. Оперативные решения по их ликвидации будут приниматься в ходе ознакомления с ситуацией на местах. Сегодня утром Дмитрий Садовников провел заседание оперштаба в столице региона. Было принято решение усилить группировку сил и средств в Вилюйской группе улусов. Общая координация сил, федеральных сил, региональных, местных сил нам позволит ситуацию выправить. Да, действительно, в свете повышения температуры и сильной ветровой нагрузки ситуация была сложной. Но сегодня мы благодаря работе наших пожарных служб, лесников, авиалесохраны и прежде всего местного населения ситуация более-менее становится стабильной. И мы надеемся, что мы для себя определенное время поставили, это где-то в ближайшие 3 дня, чтобы взять силу над тем, чтобы победить эти пожарные ситуации, которые возникли у нас рядом населенных пунктов. Но это прогноз – дело неблагодарное. Все зависит, как говорится, от того, как мы здесь работаемся. Ну и, конечно, зависит от самой природы. Тем временем в Нюрбачанском наследии повреждены 10 опор линии электропередач. После осмотра ведутся ремонтные работы, завершение их планируется в течение суток. Также в Едейском наследии повреждены 22 опоры линии электропередач, одна из них опора сложной конструкции. Ведутся работы по восстановлению электроэнергии. Лесной пожар находится в 4 километрах от села Кюкей Сунтарского улуса. На территории района действуют пожары общей площадью более 500 гектаров. Из них 2 у Тюбяйского и Шейнского наслегов готовятся к локализации. Природный пожар между Кутатинским и Кюкяйским наслегами удержан и находится под контролем. В борьбе с огнем задействованы 216 человек, 3 бульдозера, 13 автомашин, 5 водовозок, 1 пожарная машина и 2 трала. Еще одно возгорание наблюдается в 20 километрах от Вилючанского наслега. На тушении работают 60 человек. Угрозы населенному пункту нет. Переходим к другим темам. Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год. Об этом он сообщил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Президент заявил, что резко прекращать программу нельзя, хотя она и была введена как временная антикризисная мера. Ставка будет повышена с 6,5% до 7%. Максимальная сумма стоимости жилья по льготной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 миллионов рублей. В других регионах – 6 миллионов. Предельная сумма кредита – 3,5 миллиона рубля. Распространить программу льготной ипотеки планируется на все регионы. Воспользоваться ей смогут все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Якутия и Санкт-Петербургский университет морского и речного флота имени Макарова начнут подготовку кадров для развития Арктики. В Петербурге состоялось подписание двустороннего соглашения. Подготовка кадров для якутских компаний будет обеспечена с помощью механизмов целевого приема и целевого обучения. Студенты университета смогут проходить практику в крупнейших компаниях. Также Якутия будет оказывать содействие их будущему трудоустройству в регионе. Соглашение предусматривает и комплексное развитие сотрудничества по вопросам повышения
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников крупных компаний промышленности и судоходства, организаций, обеспечивающих функционирование береговой, портовой инфраструктуры, логистики и экономики ледокольного обеспечения. Мы сейчас понимаем, что в ближайшее время начнется реконструкция ныне существующих портов на Северно-Ледовитом океане в Якутии, а также, возможно, варианты строительства новых глубоководных портов. Все это требует новых кадров, и, конечно же, в этом отношении лучшие компетенции нашей страны собраны в университете Макарова. И я очень рад, что сегодня республика и университет подписали соглашение, благодаря которому, я уверен, вот такие подготовленные новые высококомпетентные кадры новой волны в республике в ближайшие годы появятся. У нас уже есть ребята из Якутии. Их, конечно, не так много. И вот в результате этого соглашения мы уверены, что, может быть, появятся и целые группы. База для подготовки таких кадров у нас имеется по различным направлениям. Скоростные суда «Валдай-45Р» прибыли в Алекминский район Якутии. Они были приобретены для перевозок во время реконструкции аэропорта. Подробнее в сюжете Елены Фаст. В начале июня в город Алекминск прибыл первый рейс нового пассажирского скоростного судна «Валдай». Один за другим с трапа поднимались пассажиры, многие с ребятишками. Рейсом довольны. Во-первых, своей хорошести, то, что тихо, спокойно и удобно. Комфортнее? Да. Сколько по времени заняло? 12 часов. Насколько отличается вот рейс? Ну, во-первых, здесь очень уютно сидеть, а потом комфортно бывает, например, они кондиционер включают. И так прямо хорошо обслуживают, вообще понравилось. Очень хорошо, да. Очень прям довольны приехали. У меня внук первый раз на ракете, это прямо весь в восторге. Первый рейс, торжественная встреча, слова благодарности прозвучали для команд красавцев Валдаев. В этот день к берегу Алекминска причалили 2 судна. 45 мест, комфортный и уютный салон, доброжелательная команда. Что еще надо для путешествия по прекрасной реке? У нас вот это полностью тут все, рация, управление электрическое, гидравлическое. Оценили Валдай и капитаны. Один из них Михаил Кудрявцев, родом из Алекминска. Это судно отличается очень комфортабельное, во-первых, да, соответствуют кондиционеры, охлаждение вот это. И особенно сам движитель внутреннего сгорания очень удобный, очень скоростной, без поломок. Как-то надежно стало, как-то все в электронике, в общем. И уже чувствуешь себя как уверенно, и на реке ты как дома. Пассажиры были довольны? Пассажиры, да, пассажиры очень довольны, все благодарят, очень рады, что появились такие теплоходы на реке Лена, очень довольны. Ну и в принципе, как покажем, лето отработаем, покажем. Утром Валдай уйдет в сторону Якутска. Новые пассажиры уверены, также оценят комфорт по достоинству. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сотрудники МЧС России ежедневно выходят на рейды безопасности на водных объектах. Городской пляж на 202-м микрорайоне еще официально не открыт. Отсутствуют спасательные и медицинские посты. Инспекторы раздали отдыхающим предупреждающие листовки. Именно в такое время риск жизни и здоровья детей возрастает в разы. Ведь на пляже до сих пор еще не проводились водолазные обследования дна на наличие острых предметов, не почищена береговая зона. Кроме того, управление Роспотребнадзора еще не выдало официальное заключение о качестве воды и песка. Родители рискуют, дети, вот как сами видели, сейчас прошлись по пляжу, провели беседу, дети все равно игнорируют, ходят без взрослых, купаются сами по себе. То есть за ними нету никакого присмотра со стороны старших. А ваша задача какая? Наша задача — профилактика среди населения на водных объектах. Ну и также контрольно-надзорная деятельность за маломерными судами. Сейчас тоже также у нас скоро открытие навигации будет для маломерных судов 7 числа. Ну и также мы сейчас вышли на катере для патрулирования ближайших районов города Якутска для предотвращения незаконного выхода маломерных судов на реки. Все делаем для того, чтобы предотвратить несчастных случаев. Дежурство каждый день, да? Да, дежурство у нас каждый день, с утра до вечера, до позднего. В выходные дни также мы дежурим, работаем. Житель специального дома системы социального обслуживания в Якутске Михаил Шелковников в память об отце и его 5 братьях, ушедших на фронт в Великую Отечественную войну из Черектейского наслега,
Усть-Алданского улуса посадил деревья. 11 берез – это дедушка и бабушка Михаил и Фёкла, а также 9 их детей, 2 дочерей и 1 сын, труженики тыла, а также 6 братьев, ушедших на войну. Родные братья воевали за Великую Победу и благополучно вернулись на родину, кроме одного – Прокопия Шелковникова, который пал на поле битвы под селом Лысково Новосибирской области. Вот на этом доме. И вот мы сегодня собрались с своими братьями, которые это своим дедам, бабушкам, дедушкам отдать честь памяти, посадить деревья. 25 июня они, это первый Егор и мой отец, Гаврил Михайлович, ушли вместе. Повестку один день взяли и ушли воевать. Вернулись, 5 вернулись. Ваш отец тоже вернулся? Наш отец вернулся, Роман Михайлович вернулся, Егор Михайлович вернулся, Федор Михайлович вернулся, Михаил Михайлович вернулся. И только Прокопий погиб там на войне. Ко дню рождения Александра Пушкина в Якутии пройдет всероссийская акция «Декламируй». Национальная библиотека республики и студия «Логостарт» проведут выразительные чтения произведений великого русского поэта. Все желающие могут продекламировать отрывок из литературного произведения Пушкина, любого другого автора или собственного сочинения. В прошлом году акция прошла впервые, ее общий охват онлайн и офлайн составил более 68 тысяч человек из 48 субъектов страны. А сотрудники Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина организовали флешмоб «Читаем Пушкина». Чтобы принять участие, необходимо заполнить инстаграм-пространство наследием Александра Сергеевича. Можно выложить видеозапись стихов на своем канале и отметить аккаунт театра. Первый в российской истории чемпионат мира по игре ГО проходит во Владивостоке на острове Русский. В нем принимают участие лучшие игроки из 77 стран. Россию на соревнованиях представит 20-летний Антон Черных из подмосковного Жуковского. Спортсмен получил право на участие в чемпионате по итогам национального турнира претендентов, который прошел в начале мая в Москве. Турнир проходит в кампусе Дальневосточного федерального университета. Для зрителей организована трансляция в интернете на различных игровых сервисах. Станислав Свинобоев вышел в финал международного турнира по вольной борьбе в Румынии. Его соперником станет новак из Молдовы. В предварительных схватках в весовой категории до 70 килограммов Станислав досрочно одержал победу у представителей Финляндии, Украины, Румынии. Финальные схватки международного турнира начались в 18 часов по якутскому времени. Напомним, Станислав Свинобоев этой весной становился чемпионом первенства страны и в августе должен представить Россию на первенстве мира в Башкортостане. На этом все. До встречи в эфире.